В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Если хочется немного встряхнуться, получить заряд бодрости и адреналина, есть отличный способ – пообщаться с сегодняшним гостем. Он точно расскажет о том, как получить острые ощущения. Это пилот сверхлегкой авиации, руководитель авиационного учебного центра Евгений Король. Не все знают, что стать летчиком и самостоятельно подняться в небо может практически любой из нас. Об этом нам расскажет сегодняшний гость. Евгений Король окончил военную академию, служил во внутренних войсках, имеет звание подполковника. 7 лет назад увлекся полетами. Путь в небо для Евгения начался с мотопараплана. Теперь он пилотирует автожир и обучает других пилотов. Руководит авиационным учебным центром. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, как настроение? Отлично, как всегда. Как вы нас добирались сегодня на самолете? На самолете к вам, конечно, сложновато прилететь. Это правда. Поэтому пришлось сегодня привычным транспортом на автомобиле к вам добраться. А я думала, вы скажете, но я смог все равно долететь. Все нормально. Вообще сейчас погода, наверное, не очень летная? Или как? Что считается понятием летной погоды для вас, для вашей сферы? Значит, Есть погода небо. для каждого пилота — это его минимум, который ему присвоен при получении свидетельства пилота. Да. Да. То есть карточка? Есть карточка, в котором записан. К примеру, если это пилот-любитель, у него минимум 450 метров на 5000. То есть 450 — это верхняя высота границы облаков, а 5000 — это горизонтальная видимость. Слушайте, а сверхлегкая авиация — это что вообще за определение? Сверхлегкая авиация в Беларуси — это все воздушные суда до 750 килограмм взлетного веса. А вы, почему вы выбрали именно сверхлегкую? Вы такие, легкая недостаточно, беру сверхлегкую. Значит, так как мой путь в авиацию пришелся на... Здесь Франко Синатра, включите, пожалуйста, My Way, если не можете. На вторую половину, моего жизненного пути, поэтому путь становления шел от сверхлегкой авиации к легкой авиации. Если же люди, которые это посвящают, грубо говоря, сразу со школьной скамьи, как говорится, после школы поступают в университет, Просто они со школы скамьи начинают. то тогда у них уже, соответственно, выпускаются из университета на тот тип, на который они учились. Они уже в основном сразу на легкую авиацию. У нас есть информация, что ваше судно называется «Автожир». Почему? Да, значит, специфика просто нашего перевода или, как сказать, языка, автожир и то слово, которое на вторую часть делится, оно не очень такое... Отличное слово, прекращайте. Мы все понимаем, не надо уже. А почему жир именно? Потому что автоджайро — это самовращающийся. Автожир летает за счет налогоплательщиков. Да. То есть у него винт, вот как у вертолета есть несущий винт, так и у автожира есть несущий винт. Он вращается в режиме авторотации, то есть его не крутит двигатель, его вращает набегающий поток ветра. Надо было называть автовинт. Нет, самое интересное название, которое мы слышали на одном из авиационных шоу, это подошла женщина и так, издалека. Она говорит, где здесь можно покататься на жирокоптере? Нет, она пришла спросить, где можно сбросить лишний автожир. Если хочется полетать, но страшно, как вообще страх полетов перебороть? С чего начинается? Я этому тоже всегда удивлялся, особенно при организации обзорных полетов на каких-то мероприятиях, фестивалях авиационных, когда подходит молодая семья, папа, мама, ребенок в коляске, отцы всегда уступают место мамам. Ты иди полетай, а я тут. Я говорю, только мужчина вперед. Нет, я, говорю, высоты боюсь. На таком воздушном судне, как автожир, мы высоко не летаем. Поэтому... Так много и не надо, собственно. Это же все равно выше, чем крыша пятиэтажки. Я, кстати, думала, Я вам признаюсь, когда мои друзья из моего детства узнают, что я связал свою дальнейшую судьбу с авиацией, они сказали, как? Ты ж в детстве высоты боялся. Я с закрытыми глазами летаю. А потом купили квартиру на 8 этаже, и все прошло. Нет, у меня боязнь, я так понимаю, что моя боязнь высоты пропала с первым прыжком с парашютом. Интересное решение, конечно. Я не стану так свою боязнь лечить. Точно. Я хотела вас еще спросить, как вы вообще пришли в авиацию? Получилось, что надо было сопровождать проект, связанный со сверхлегкой авиацией. То есть вы были каким-то менеджером или юристом, или... Мерчендайзером. Да. Чтобы правильно расставить автожиры. Расставить. Да. И мой начальник, руководитель этого проекта, сказал, сам ты не желаешь попробовать? То есть И я совершил с ним первый полет, и меня настолько это увлекло, что, я же говорю, начал с полетов на мотопараплане, потом пришел в прыжки с парашютом,
И все. Стал Я пилотом. отсюда не слезу, да? Да, и стал пилотом автожира. Вы меня отсюда не выгоните теперь, ни под каким предлогом. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Продолжаем общаться с нашим гостем, руководителем авиационного учебного центра Евгений Король. Здравствуйте. С получением, скажем так, водительского удостоверения все понятно. Пошел в ГАИ, отучился, там практика, теория. Как происходит процесс обучения вот пилота в сверхлегкой авиации? С чего начинается, сколько длится? Значит, похожий путь, то есть как водитель получает свое, значит, основное, перед тем, как связать свою жизнь с авиацией. И... Нужно написать завещание. Ну, некоторые, может, так поступают, да, но, как банально звучит, это с прохождения набора таких же врачей, как и водительская комиссия. Психиатр есть? Есть, да. Потому что вы то же есть понимаете. тестирование, там даже, тестирование, оно немножко побольше, занимает в районе около 3 часов с решением многочисленных задач на логику, на компьютере. Я бы не прошла, все понятно. После медицинского осмотра это теоретический блок, это где-то около месяца, и потом надо налетать 40 часов. То есть 40 часов, где-то 3-5 месяцев. Я так понимаю, это тоже полет с инструктором? Да, наверное, то есть конечно. рядышком. Предшествует ли этому какая-то, не знаю, какая-то история, там, не знаю, на симуляторах, то есть существуют ли они? Значит, некоторые, вот как в нашем авиационном учебном центре, у нас есть стационарный тренажер профессиональный, который по программе практического обучения должен пройти каждый курсант. То есть он должен налетать там в районе 14 часов на тренажере и потом 36 часов налетать на самолете, так как блок, который он прошел на тренажере, засчитывается в его налет. Как в анекдоте про там, где в бассейн, вот когда научитесь нырять, воды туда и нальем, нальем. Так, это совершенно верно. Так и здесь. Вот. После этого начинаем полеты, как говорится, от простого к сложному, да, обзорный полет, как он называется, вывозной полет. То есть инструктор показывает, как взлетает воздушное судно, как такое оно небо? набирает высоту, делает полет по кругу, снижение и заход на посадку. Обучаемый в это время просто держится за органы управления, то есть повторяет эти все моменты. За поручень держится. За свою ремень. Значит, бывают такие ситуации, что человека стопорит, и он зажимает органы управления, и можно, приходится иногда и По рукам ему ударить по рукам. На себя просто примеряю эту ситуацию. Вот именно переход от симулятора, тренажера к реальному полету. Вот часто у людей случаются такие какие-то психологические, не знаю, там проблемы. Были такие случаи при подготовке, что человек это понимает, уже налетав там определенное количество часов, то есть 10-15 часов. И некоторые люди так и не могут включиться. Либо то они есть продолжают такое летать есть. просто с инструктором, либо они прекращают это На уровне затею. дядя дай порулить только может, когда ты рядом сидишь, и когда тебе Да, спокойно, да. когда кто-то есть, а самостоятельно. Я предполагал, что такое есть, и как бы убедился. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня у нас в гостях руководитель учебного авиационного центра Евгений Король. Сейчас мы будем играть в игру, которая называется «То ли самолет, то ли видение». Правила достаточно простые. На экране будет появляться какой-нибудь летающий аппарат. Мы вам будем зачитывать информацию о нем, а ваша задача догадаться, существует ли он на самом деле или это выдумка. Итак, первый самолет. Давай Итак, ты. проект гиперзвукового перехватчика, созданного в СССР в конце 70-х годов. Важным отличием было применение новой системы управления и фасеточной формы ради снижения заметности для радаров. Предполагалось вооружение перехватчика лазерным оружием. Существует ли это на самом деле или нет? Выдумка. Почему вы так решили? Самолет, похожий самолет разрабатывался, но немножко у этого конфигурация крыла другая. Какая По другая? картиночке сразу. Крыло не то. На самом деле, да, это выдумка, да? Вымышленный самолет МиГ-31 из книги, а потом уже из голливудского боевика Firefox. Следующий самолет. Существующий. Так, будем зачитывать вообще историю? Давайте, Или, ладно, просто для информации здесь. Проект тяжелого перехватчика на базе стратегического бомбардировщика Ту-160 был создан в СССР в конце 80-х. Предполагалось, что самолет будет поддерживать уже серийный МиГ-31 в патрулировании бескрайних просторов Союза. Существует ли он? Существует. Вы сразу говорили, что существует. А Как почему вы вы так определили, решили? что существует? Вы Потому такие- что очень похоже на советские самолеты. Или вы просто такие картинки с 3 ракурсов точно есть, точно разрабатывали. Мы его видели, да? в таком. Все, аргументов больше не будет. Да. Примерно прикидывали, что такое будет. Да. Ну, на самом деле, да, проект реально существует. Называется он Ту-160ПП. Правильное питание, наверное. Скорее Не знаю. Ну что,
Итак, Это проект тяжелого бомбардировочного дирижабля был разработан в Советском Союзе после Второй мировой войны. Причиной использования такого необычного решения была недостаточная дальность существующих стратегических бомбардировщиков, не способных «достать» в кавычках США. Существует или нет? Скорее всего, наверное, выдумка. почему? Почему вы так думаете? Слишком фантастический дирижабль. Ну, Как из какой-то игры похож. я бы, конечно, тоже определяла по картинкам. Какой-то нарисованный. Да, я бы тоже подумала, что это выдумка. Итак, Ну что, Действи- смотрите, там для поворотов можно, видите, винты не, ну здесь так свет использовать. реалистично, конечно, Здесь и падает, но видно, подъемный, что да. нарисовано. Несущий винт и тянущий винт у него аж И 3 тянущий штуки. Немножко потянущий. умных слов. Да, ну как бы тут Так, беседу как бы посыпали. вообще никак поддержать не можем. Тянущий винт. Ой, Мы ребята. просто такие, картинка как будто нарисованная, да. Это знаменитый бомбардировщик Киров из серии Мгм. компьютерных игр Command and Conquer. Red Alert. Но вообще, если бы они не поняли тогда, что дирижабли давно устарели, может, мы такое бы и увидели, конечно. Но так-то да, это Ну да, выдумка. дирижабли А вы в сразу свое сейчас по время картинке занимали. угадаете. Я уверена, сейчас вот следующий, Ну-ка. реальность или выдумка? Ну-ка, предположение. Это про авианосец речь пойдет у нас Да, сейчас. это авианосец. Итак, проект беспилотного авианосца для БПЛА. Его разработали в середине 2010-х годов и предложили в качестве замены дорогих атомных авианосцев США. Отличительной особенностью стало использование полноценного ИИ Искусственный для интеллект, вероятно. контроля, для контроля беспилотника. Авианосец для БПЛА — это беспилотные летательные аппараты. Так, немножечко образовательный момент у нас присутствует. Вот это хорошо, Эм. пошли так. Я думаю, выдумка. Просто красивый художественный концепт. Полноценного ИИ не было даже в планах, на самом деле. Просто красивая картиночка ИИ. нарисовали. И я хочу говорить ИИ, ты Хорошо, уже расшифровал, говори я ИИ. так сокращаю. Следующий проект. Проект штурмовика на базе истребителя F-16. Необычная форма обусловлена попыткой установить на самолет 30-миллиметровую семиствольную авиационную пушку, но поддержки у военных он не получил. То есть существует ли вообще существовала ли такая история? Ну, как, опять же, да, из вашей текстовки мы узнали, что это все-таки был проект, который, ну, и Есть судя такой судя по момент. картинке, видно, что грубо говоря, самолет распилили на 2 части. Да, я бы тоже, кстати, на это полагалась. Ну, картинка Да, довольно кабину реалистичная. оставили, а заднюю часть всю убрали. Ну, Поэтому... Нормально, но это Так. как эти самые, как эти автомобили, которые для города, смарты разные и тому подобное. Да, то есть пошли по такому. Это реальный проект. Стремление поменять А-10 на что-то сверхзвуковое и унифицированное с истребителями рождало и вот таких вот монстров. То есть такой проект реально был. Ну что, ну неплохо, неплохо. Просто по картинке смотрели нарисованное, не нарисованное, там уже понятно. Был проект, нет Не, проекта, ну, все сразу ясно. любое, да, воздушное судно рождалось это с рисунка. Мы снова в студии «Шоу Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Продолжаем общаться с нашим гостем. Это руководитель учебного авиационного центра Евгений Король. Можно ли приобрести вообще автожир в собственность себе? На дачу хочешь Да, поставить? ну, не то, что на дачу, как бы на крышу своей пятиэтажки Без поставить. проблем. Стоимость автожиров — это как внедорожник премиум класса. От там 20 тысяч долларов и Это новые или 100 это с чем-то. бэушные? Это начальная цена, это бэушных. Новые Мгм. автожиры стоят где-то в районе 100 тысяч долларов. Можно по воздуху пригнать без растаможки из Штатов, если хорошо Ладно. заправиться. У Федора Конюхова там дозаправиться как бы где-нибудь в лодке, чтобы попросить, чтобы он канистру взял с собой. Какое топливо вообще использует? 95-й бензин. О, нормально, видишь. Ну, обычный автомобильный Ну, 95-й. можно, в Конюхов принципе, возьмет, дизельный нормально, взять нормально. или на газ На поставить. дизеле долетим. На дизеле можно там 200. меньше раз, и там крутящий момент выше. Допустим, у человека есть документы, Стал, да, пилотом-любителем. да, продал свой внедорожник, дачу Купил продал себе вместе Квартиру на с собакой с пятиэтажке тещей своей. вместе, купил себе, значит, автожир. Куда он может на нем летать вот в пределах вот Беларуси? В любую нашу, как говорится, точку, но единственное, что у нас есть свои запретные зоны, опасные зоны, в которые нельзя залетать, да? Если у вас дача находится не в такой зоне, Мгм. то вы можете без проблем... То есть в пределах Беларуси можно не согласовывать вообще маршруты? Нет, все полеты согласовываются. Ну, то есть над городом летать нельзя, например, это точно. Это, опять же, это мы считаем, что город — это ограниченная зона Мгм. для полетов. Это густонаселенный объект, в котором вы не сможете совершить аварийную посадку без последствий для Мгм. строений или же людей. Пилот должен проходить на такой высоте,
в случае отказа двигателя он может совершить посадку вне этого населенного пункта. Ну вот летим мы на нашем автожире, скажем, в окрестности Воложина или на дачу, например, к Георгию. Какая у нас Или скорость? это самое, или, например, вот из Воложина куда-нибудь решили в магазин слетать, в супермаркет куда-нибудь. С какой Без проблем. скоростью? Давайте сымитируем наш полет. За 2 часа до вылета вы должны подать заявку. Заявка подается в электронном варианте через интернет. Согласовали, я лечу в Воложин. Ну, не в сам Воложин, а выбрали Мгм. точку возле Бабушки Воложина. в Воложино. Они Да, такие, там. честно, вот тебе крест. Вот. Честно. Бабушка на карте Всё. обозначается птичкой. Так. За 2 часа до вылета мы согласовываем наш вылет с нашим ПВО, чтобы люди знали, что вы не какой-то непонятный Неопознанный. летательный, да, неопознанный летательный объект. Вы приехали на аэродром, подготовили свое воздушное судно к вылету, проверили, заправка, налить масла, там заряженные батарейки. Все, как говорится, готовы к вылету. Погода соответствует. Докладываем, да, что мы произвели взлет. И следуем по маршруту Минск-Воложин. Из-за наличия вот этих вот зон ограничения либо запрещенных зон, мы их обгибаем по воздуху. Короче, куча проблем. В общем, надо Да, я каждый тоже раз с подумала, кем-то столько отчитываться, то есть за 2 документации, часа да. это самое, Ты потом... быстрее на электричке, как обычно, доедешь. Да, но- скорее всего. Или там вызвать соседа. Но не так позвонить. интересно. Не, ну понятно, Правильно, да. да? Ты на дачу к себе как летаете? Нет, я летаю на своей машине пока что, да? Поняла вас. У нас в гостях был руководитель авиационного учебного центра Евгений Король. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо вам.